Здравствуйте! В эфире телепрограмма «Моя история» медиацентра исторического парка «Россия. Моя история». Исторический парк «Россия. Моя история» представляет мультимедийную экспозицию «Романовы». «300 лет правления Романовых. Воцарение новой династии. Смута. Церковный раскол. Бунты 17 века. Развитие культуры и образования. Вхождение Якутии в состав России. Здесь вы узнаете, почему именем Петра была названа целая эпоха. Эпоха наполеоновских войн. Отечественная война 1812 года. Информация у нас представлена в увлекательной и интерактивной форме. В данной экспозиции также присутствует региональный контент, посвященный истории Якутии. Это и многое другое вы можете узнать, посетив нашу экспозицию. Ждем вас в историческом парке. В нашей студии директор исторического парка «Россия. Моя история» Дмитрий Иванович Соловьев. Здравствуйте, Дмитрий Иванович. Добрый день. Дмитрий Иванович, ведь не случайно глава республики в своем послании заговорил о создании постоянной выставки о специальной военной операции. Принимаем это с гордостью, и это для нас честь выполнить данную работу. Мы предусмотрели и выделили для этой постоянной экспозиции 100 квадратных метров в рамках большого зала на втором этаже. Там есть, скажем, определенное пространство, которое нам нужно соответствующим образом отделить, сделать шумоизоляцию, кондиционирование, электрифицировать соответствующим образом и начать уже работу над дизайн-проектом и использованием тех средств, которые могли бы, современных мультимедиа-средств, которые могли бы представить информацию в более таком сжатом, компактном, но очень информативном и интересном с точки зрения подачи современной виде. Исторический парк уже на протяжении, получается, 2 лет работал, создавал выставку «Якутия-Новороссия», где представлены уже определенные результаты вашей работы и коллектива в том числе. Мы встречаем очень позитивную реакцию на наши обращения. Дело в том, что материалы это могут быть и личные, скажем, опыт, фотографии, это какие-то комментарии, это видео наших военкоров, это амуниция, которые, какие-то предметы, которые военнослужащие привозят с собой. Одним из ярких проявлений доверие к историческому парку является получение вещей Героя России Дмитрия Егорова на первом антифашистском форуме Якутии. Поэтому это важнейшая совершенно составляющая любой экспозиции – это натуральный предмет. Мы благодарны всем, кто с нами сотрудничает. Исторический парк «Россия. Моя история» приглашает вас на выставку «Рюриковичи». Здесь вы можете познакомиться с историей первой российской династии князей и царей. Узнать что-то новое о средневековом быте и жизни обычных людей. Ключевые события в истории государства. Посмотреть документальные фильмы об истории государства, его культуре, религии.
Также вы можете проверить свои знания в интерактивной викторине. Вы узнаете много интересного, посетив нашу выставку. Ждем вас! Но сегодня состоялся праздник, детский новогодний праздник для членов семей, участников специальной военной операции, конечно, в первую очередь для детей. И здесь сегодня присутствует больше 120 детей, и это, конечно, очень радостное для них событие. И это идет от души, от общественности, от нашего гражданского общества, потому что это, по сути, частная инициатива одного человека, Павлова Нюргуна Геннадьевича, предпринимателя, собственника морского катамарана «Кочевник», который за все лето перевез более 1000 членов семей, участников специальной военной операции, многодетных семей, инвалидов на реку Лена, на острова, на сбор лука, на сбор ягод, на Ленские столбы. И вот сегодня это опять же его инициатива, которую поддержали и наш исторический парк, и бриллиантовый цирк имени Сергея Марфы Расторгуевых, депутат от «Единой России» Александр Андреевич Кашуков из Нерюнгри. Сами общественники собрали свои личные средства, чтобы сделать такой подарок для детей. Это прекрасный день, когда мы дарим друг другу и нашим детям в первую очередь позитив общения, улыбки, радость в эти новогодние дни. И хотелось бы, чтобы вот такие инициативы множились. И я уверен, что они сегодня, такие инициативы, многочисленны. Поздравляю всех с наступившим Новым годом. Желаю всем нам счастья и, конечно же, победы. Здравствуйте, меня зовут Павлов Нюргун. Я являюсь волонтером Русского геофизического общества. Вот. Наше мероприятие сегодня у нас мероприятие Новый год для детей, бойцов СВО. Цель мероприятия, чтобы семьи бойцов СВО почувствовали нашу заботу, тепло и любовь. Значит, в этом году у нас уже раздали 120 билетов бесплатно в цирк. Цирк нас сильно поддержал в этом году. И вот сейчас вот мероприятие тоже, цирковые артисты тоже принимали участие, поддерживали наше движение. Вот. Ну, в следующем году планов очень много. Ждем, когда придет весна и начнется водный сезон. И тогда вот мы будем катать бесплатно семьи бойцов СВО и желающих инвалидов бесплатно будем возить. Детей инвалидов с одним сопровождающим тоже. Ну, вот такая волонтерская наша работа. Поздравляю с Новым годом, с наступившим 2024 годом. Пусть в этом году сбудутся все мечты, чтобы наконец пришел мир на нашу землю, чтобы все вернулись домой живыми, здоровыми, вот, чтобы благополучие в каждый дом, чтобы тепло было. Ну, вот, в Новом году очень счастья желаю всем. Что касается планов на 2024 год, он очень обширный, выставочный план я имею в виду. У нас планируется выставка, посвященная снятию блокады Ленинграда. Вот такая большая дата у нас предстоит. Далее мы планируем запустить выставку «Россия будущего». Вот это некий, можно сказать, аналог выставки, значит, «Россия», которая у нас сегодня проходит на ВДНХ. Пребывая на этой выставке, ты понимаешь, насколько у нас огромная, насколько у нас разнообразная, многообразная
страна, она многоликая. И Кусочек выставки из Москвы на ВДНХ появится здесь, в Якутске, да? ну, нет, это не совсем так, но это пусть будет это наша маленькая тайна, да, вот, там будут применены новые технологии, викторины, кинотехнологии, в общем, это будет очень интересно подрастающему поколению не только. Когда это будет? Это примерно? будет середина февраля. Ну, далее у нас выставочный план очень насыщенный, ну, есть даты, допустим, у нас 125 лет Степану Максимовичу Аржакову. Планируем мы выставку, запланирована у нас выставка по газовой промышленности. В общем скажу, что у нас в год мы делаем собственноручно более 20, самое минимальное у нас 21 выставочный проект был. Пиковое значение у нас 51 тематическая выставка. Ну и, естественно, наши постоянные экспозиции, это история России, история Якутии, ну, у нас всегда присутствует. За уходящий год нас посетило более 80 тысяч посетителей. Мы на этом не останавливаемся, мы разрабатываем новые программы, вот, новые форматы работы, вот, делаем наши, значит, помещения более комфортными. Вот, и добро пожаловать. Всех приглашаю в исторический парк. Всегда у нас интересно, всегда у нас полезно. И я тоже приглашаю исторический парк «Россия. Моя история». СМИ телепрограмма «Точка взаимодействия» теперь имеет возможность создания имиджевых телепрограмм с дальнейшим размещением на телеканалах и в социальных сетях. СМИ может организовывать прямые эфиры и трансляции с 3 камер в интернет с сочетанием других программ типа Zoom. Или приедет и поможет записать ваше мероприятие с 4 камер. Подробности на сайте Округ ТВ.